Добрый вечер, наши гости. Мы приветствуем всех любителей поэзии и лирики. Сегодня у нас презентация новой книги Зарины Кануковой. Как правило, сегодня, естественно, будет здесь звучать стихи, будет очень много стихов и совсем не будет официальной части. Итак, мы начинаем. Вопросы, как напасть. Часть жизни — это я, а может, и уж совсем ничья. Никто, ничто, ни да, ни нет, пушинка бытия, а света неприметный след. Весною жизнь моя. Весной надежды сладок плен, и явственней огни. В теснине напряженных вен растворены они. Весною в естестве моем сошлись промеж собой тот день, что завтра станет днем, и тот, что заспевал. Немало мест, что сердцем будет, но лишь в одном лишаюсь страха. В запасе, если будут силы, приеду снова к Ашхамаху. На Ашхамаху поднимаясь, беру с собой свои печали, с которыми желаю маясь так, что и помыслы мельчали. Пока тоски не растеряю вверху, в долину не спускаюсь. Снегам я душу поверяю, им исповедуюсь и каюсь. На той неделе, может, в среду, коль хоть полдня в запасе будет, я к Ашхамаху вновь приеду. Пускай он душу мне остудит, пускай мою умножит силы, избавит от тревог и страха. Немало мест, что сердцу мило, но всех милее Ашхамаху. Пшагъуэщ мы илъэс къихьамрэ ныбжь щызыхыхьамрэ. Пшагъуэщ. Щӏагъуэщ дызэрикӏуэ гъуэгури къытпэщылъ мо уэгури. Щӏагъуэщ.
Сиагъэщ къепэсауа узу псэм зезыгъэхузыр. Сиагъэщ. Пшахъуэщ ещэщэх илъэсхэр, шыпсэ къэзгупсысхэр пшахъуэщ. Пхъашэщ си псэлъитӏым языр, уи зыплъэкӏэ закъуэр пхъашэщ. Щхъыщхъуу къолъэхъшэх зылъагъуэ, гъуэгухэм языщӏагъуу. Щхъыщхъуу, пшагъуэ. Многие из тех, кто сегодня будут читать стихи, они читают стихи Зарины ежедневно. Читают их в ее инстаграме, в фейсбуке. И во время подготовки к этому вечеру было очень много желающих прочитать. И сейчас вот начнем блок такой чтения стихов. И я хочу пригласить начать этот блок с Миланы Урусовой. Милана откроет нам поэтический сборник «Круговорот». Добрый вечер. Первое стихотворение, которое я хочу прочесть, называется «Самой собой». Мне милее медь молчания или треп пустой. На вопросы отвечая, становлюсь не той, кем была, когда страдала от неправды лжи. Чтобы память не голодала, узел завяжи, чтоб на сердце не кипело, чтоб душа спала. Было дело, тело пело, я чуть-чуть сдала. Обессиленный молчанием голос мой осип, да и жизнь меж счастьем и страданием делает изгиб. Одна лишь птица не поет, один лишь звук везет меня. Мирам вокруг не виден счет, и ищу я тот, что мне родня. Неубывающая ночь, мой лжесвидетель записной. Речь неба гонит мысли прочь, а нас здесь только сон шальной. Но не повесить все грехи здесь на земле лишь на меня. Когда хочу, пишу стихи, входя в тот мир, что мне родня. Изменчивые времена, как прекратить круговорот? Неприходящая весна цветет в душе моей, цветет. Я могу сказать, что настроение действительно было совершенно разным. А в некоторых моментах мне хотелось просто смеяться, я просто говорю, да, вот это прям по мне написано, да, настолько это там прям хорошо, замечательно, вот это прям стихотворение мое, а в некоторых случаях мне было настолько грустно, что я думала, может, я побыстрее перелистаю. А матери, вот когда вот это написано, я уже думала, что-то как сделать, что бы мне сказать. И не случайно я выбрала стихотворение, где на последних строчках было написано о круговороте, как изменить круговорот. Потому что у меня сейчас как раз тот момент в жизни, когда настолько круто все меняется, настолько мне нужна и важна на самом деле тоже и поддержка, и вот тот момент, что жизнь между счастьем и страданием делает изгиб, мне хочется просто сказать, чтобы, дай Бог, чтобы каждый день изо дня в день, в течение долгого-долгого времени, вот этот изгиб, который делается между счастьем и страданием, поворачивал в сторону счастья и оставался там. Прошу, скажи об этом мире, подай о нем хотя бы весть. В зените мы или в надире, нас нет в нем, или же мы есть. Друг друга часто мы не слышим. Смеемся, попирая прах, нам холодно, но как-то дышим. А может, все мы в небесах? Прошу, скажи о мире этом. Как мало то, что видим в нем. Открой, что выхвачено светом. Твоим святым огнем. Забываю тебя, забываю. Новизной полыхает закат, двери я пред тобой закрываю. В день грядущий, что песни богат. То кляну, что вчера было мило. Погребаю под россыпью дел, бесконечными чувства я мнила, но, увы, подступает предел. Отстаю от тебя, отлепляюсь. Крик в закат превратится звеня. Благодарная, знаю, что зависть дней грядущих излечит меня.
Между тревогой и равнодушием, между молчанием и малодушием, между терпимостью и сумасбродством, между картинностью и уродством, между мирами руку протянешь и не обманут, и не обманешь. Между молчанием и песнопением, между ночной тревогой и бдением, между мирами прожить стихами, а между нами будем мы сами. Я очень рада здесь сегодня, конечно, быть частью всего того, что здесь сегодня происходит. И автором, конечно, всего этого является наша замечательная, многоуважаемая Зарина Канукова. Но, знаете, буквально неделю назад здесь происходил вечер поэзии, зимний цикл, и именно тогда я получила этот сборник. И открыв этот, я вообще не знала, я только лишь название сборника, что называется «Круговорот», и что он сборник будет на русском языке. В принципе, это все, что я знала. Но открыв этот сборник, я увидела, что книга посвящается Георгу Яропольскому. И уже пролистав, просто пролистав, даже не вчитываясь, я поняла, почему посвятили ему. Потому что это человек, который очень много из данных стихов переведено лично им. Чтобы переводить поэзию, это, на мой взгляд, это хождение по очень-очень тонкому льду. И я считаю, я имею такую наглость считать что-то и говорить об этом, что это получилось очень здорово и очень хорошо. Потому что, когда я открыла это, я давно знакома с творчеством Зарины, и я практически все стихотворения, которые там есть, я их знаю в оригинале. И мне не пришлось их долго выискивать, потому что, открыв этот сборник, они звучали сразу, вот мы здесь. То есть эти стихотворения, они уже родные, уже близкие. И пока я всю эту неделю читала этот сборник, знаете, чувства тоже, вот как сказала Милана, они переполняли абсолютно, потому что эмоций было очень много. Но, знаете, если так в одном предложении сказать, что за настроение, то я в восторге от этого сборника, потому что все получилось очень здорово. В этой жизни не с числа повтором и немало горестных минут доставляет Иня мне, которым очень многих на земле зовут. Под одну гребенку разных, пестрых, всех в такой же втискивать овал. Унестись бы на безлюдный остров, где б никто никак меня не звал. Если б хоть на несколько мгновений можно было сбросить бремя слов, чтобы не искать определений для озер, закатов и орлов, лишь смотреть и видеть без языка подлинность во всей ее красе. Но по острию пройтись без крика не дано. Горю в огне, как все. Это чувство то сладостью было, то болезнью, лишающей пыла. Пребывало во мне, я взлетала, без него мира было мне мало. Сновидению подобное чувство было тем, без чего все так пусто. Это чувство без спросу явилось, не понять. То ли месть, то ли милость, всю планету в деталях подробно охватить чувство было способно. Это чувство меня наполняло до краев и пределов не знала. Я сама и была этим чувством, ты ж о нем говорил, как о чуждом. Это чувство так сладостно было, стало болью, лишающей пыла. И последнее стихотворение – это когда ты понимаешь, что есть миг, мгновение, падение или взлет, когда излом, исход, и все поет, и есть небесный, первозданный лик, когда есть ты, но нет ни мы, ни я, фрагменты жизни, жизнь внутри гортани. Когда цветное вдруг прозрачным станет, ты понимаешь тени бытия. Как только тетя Зарина отдала мне новый сборник со стихами, но я вообще читала и все предыдущие стихи, и вообще с самого детства проживаю в такой атмосфере, что
и слушаю всегда ее стихи, и читаю, и вообще я люблю читать. Ну вот, и в тот же вечер, как только мне дали этот сборник со стихами, я тут же села и несколько раз, наверное, перечитала все стихи. Могу сказать, что этот сборник, он для меня действительно стал особенным, потому что каждый раз, когда я читала новое стихотворение, я вспоминала о каких-то пережитых чувствах или же, быть может, о чувствах, которые я переживаю на данный момент, которые по сей день переживаю, и каждый стих, он смог оставить в моей душе какой-то свой след. Дождь стеной, дождь и время стеной, дождь и время и расстояние между нами. Хотя, мой Бог, отвечаю тебе стихами. Стать другой, стать подругой городской. Но постой, мы женаты, мой Мураками. Этот сборник для меня первый, потому что я, честно скажу, я прошлый год подарил, если можно так сказать, мне знакомство с Зариной. И я даже, вот у меня есть книжка, и здесь написаны добрые слова, а я всегда говорю, то, что сказано поэтом, это обязательно сбывается. Это очень важный момент. И когда группа выбирала стихи, я обратила внимание, что каждый действительно выбрал для себя что-то, и не было такого, вот нет, я это стихотворение, как-то мы так подобрались. Мой личный опыт. Было видео, презентация, которую мы сделали вместе с Екатериной Орлецкой, и я послала своим друзьям, которые живут не в Нальчике. И был огромный отклик. Надо читать так, надо ходить так, надо снимать так. То есть никого не оставило равнодушным, даже тех людей, которые, и не был знаком с поэзией Зарины. Вижу нас с высоты, думу в душе тая. Это не только ты, это не только я. Мы не приемлем тьмы, солнце в себе храня. Сколько таких, как мы, кто не предал огня? Раны свои закрыв, крыльям вдруг дать размах. Сердце свое открыв, кто-то пусть скажет вздор, кто-то всегда умен. Можно лишь налегке пару свести имен на золотом песке. Верою мы полны, чьи-нибудь имена будут здесь сплетены в разные времена. Вены, согревающие кровь, тоже моим именем зовутся. Ими и надежда, и любовь в сердце мне ежесекундно льются. Ими образуется простор, космос жизни, шаг ее и время. Сквозь ступни втекает с давних пор сила, уходящая сквозь тень. Кто свободен, тот и роком жрал. Кровь храня от скуки и брожения, вены, что во мне принадлежат миру, не прервавшему движению. Вместе с летом попрощаюсь со сверчком. Был ли, не был с моей грустью он знаком. Хотя точно мои мысли он знавал, когда видел на балконе карнавал моих ярких, незатейливых причуд. А теперь причуды опадут, как и листья в палисаднике моем. Был ли, не был с моей радостью знаком. Но вот знаком он для лета все же стал, хотя не был сам заметен, малость мал. Хочу рассказать одну маленькую историю, тоже поделиться с вами, как я познакомилась с этим, с человеком познакомилась позже, но с творчеством я познакомилась намного раньше. Мне просто, продолжая тему Марины сетевая поэзия, мне просто прислала сестра стихи, аудиозапись Зарины на кабардинском языке. И прослушав сначала в первый раз, я была очень даже удивлена, поскольку просто я не была знакома с этим человеком, с его творчеством, но все-таки в этих стихах почувствовала что-то родное. И прослушав несколько дней подряд потом через несколько лет даже, я
представьте себе, даже не подозревала, что буду читать стихи из нового сборника. Поэтому огромное вам спасибо не за... только читать. Расскажи, чем ты занималась 2 года со мной. Ну, это я опустила, но ладно. Ну, в общем, не только читать стихи из нового сборника, но еще и оформлять их именно в сети. Поэтому это смотреть назад и видеть точки, вот, которые можно соединить, и видеть это развитие, рождение творчества. Я никуда не ухожу, молчание среди птиц, мерцание белого песка, шуршание страниц. Я не исчезну, мне еще исчезнуть не дано, как перейти под небосвод заключено земном. Уже без близоруких глаз, лишь с зоркостью души, не уходя все доглядеть величие тиши, я в никуда не ухожу, лишь из себя в себя. Протечь, пройти, уйти, пройти, чтобы уходить, любя. Я не буду многословной. Наверное, здесь собрались сегодня все ценители поэзии и ее любители. Так я вас хочу всех поздравить с выходом такого прекрасного сборника. Сегодня стихи Зарины читают ее коллеги, ее подруги, поклонники ее таланта. А у меня в этом исполнении 2 в 1. Моя ближайшая, давняя подруга посвятила эти строки, эти стихи замечательному исполнителю, народному артисту 5 республик Северного Кавказа, моему давнему другу Чериму Накушеву. Черим по очень уважительным причинам сегодня отсутствует. Блестящей плеяде переводчиков был и Георгий Яропольский, о котором мы сегодня вспоминаем. Этот год юбилейный для Георгия будет, и закономерно, что сборник «Круговорот» посвящен именно ему. «Круговорот» наполовину это работа Георгия, а другая половина – это все-таки, наверное, школа Георгия, да, Зарина? Переводческая школа Георгия Яропольского, которая, неоценимый вклад внесла в развитие нашей поэзии, в то, что называется литературным процессом. День новый, который забуду, тихонько вступает в права. Тянусь к нему ныне как чуду, его расплетая слова. Миг, малая доля мгновения. Неужто вся жизнь только сон? Ответами внятными вея следы мои высветил он. О, эти тропинки ошибок, излучены чуткой души, лишь память печальных улыбок со мною прибудет в тиши. Гляжу в свои прошлое снова, но выхода, видимо, нет. Я все же, как прежде, готова в потемках изыскивать свет. Отдушина, вот что мне нужно, но с криком срастается крик, весь мир, содрогаясь натужно, в последней надежде приник. День новый, отверстая рана, ты в прошлое канешь, поверь, тебя сохраню я, мне рано искать запредельную дверь. Вы знаете, я очень бы хотела сказать то, что для меня здесь особенно важно, помимо стихов, как ни странно. Вы знаете, для меня важно то, что это именно книга. Не сборник, а книга. Книга, которая построена как книга стихов. Ветви, вены, нити. Вы знаете, это очень интересная и особая традиция в поэзии, поэтические книги. И мне радостно осознавать, что Зарина здесь выступает в таком качестве. Почему это так важно? Потому что вы прекрасно понимаете, в сборнике может быть много замечательных стихов, но когда есть то, что объединяет их, когда есть то, что в каждом из них дает некие отблески, это дорогого стоит. Потому что это единая атмосфера, это единое настроение. Наконец, это единое поэтическое представление о мире. Какие прекрасные сейчас рождаются у нас мысли и чувства, когда мы видим, как точно
Имана Акизова выбрала обложку. Это вообще уже вот готовая книга в сжатом виде фотографическом, ну, если так можно сказать. И вы прекрасно понимаете, когда речь идет о книге, сегодня уже говорили о том, что есть сетевая поэзия, кто-то высказал замечательно, на мой взгляд, мысли о том, что вот так держать, это значит ощущать иначе. Я хочу сказать и о том, что для меня стало своеобразной квинтэссенцией этой книги. Это такие строчки. Не знаю, согласится со мной Зарина или нет, но я их озвучу. Силуэты снов, отпечатки лет. Вместо слов – любовь, вместо тени – свет. Спасибо, дорогая. Я хочу посвятить эти стихи под именем Ильяны. Они идут в этом сборнике на 112-й странице. Мы живем, сами того не замечаем, хотя Арипа говорит, что я не меняюсь, еще как меняюсь. И это не самое худшее, что с нами происходит, когда у тебя в душе появляется желание свое отношение к родным людям передать просто вот к новым людям, которые приходят к нам. Вчера они дети, сегодня они взрослые. Я вам предлагаю сесть на те же ступени и послушать. Да. И Ильяночка рядом. Становись. Оглянуться назад и узнать свои детские сны. Посчитав цвета радуги, мысли взметнуть в поднебесье. Если здесь и сейчас твои чувства тревоги полны, то из прошлого нити сплету, сложив тайную песню, буду тихо я петь, и тревоги твои все уйдут, колыбелью покажется жизнь, и мечтою дорога. В твои взрослые сны лишь волшебные сны перейдут. И лишь то, что хранишь ты сама знаешь ты только. Знаете, мир настолько лицемерный порой. И это удивительно, что Зарина может создавать такие стихи, которые лишены этого лицемерия. А мы порой действительно слушаем кого-то, его лицемерную речь, и думаем, как красиво, как правда. А когда оглядываемся, оказывается, это было лицемерие. Зарина, спасибо тебе. Спасибо тебе за твою философию, то есть за то, что они заставляют нас думать, позволяют нам мечтать. Больших-больших тебе успехов. Всегда, везде, на работе, дома. Мы все тебя очень любим и ценим.